Доброе утро, друзья. Эдди Хелшин. Как у вас дела у всех? Спасибо вам большое за комментарии, за лайки. Мне очень приятно. Так, я решила позавтракать. Тут у меня деликатес. Для меня деликатес. Я люблю вот такую вот печеную кукурузу. А вы ели ее вот так вот? Я вареную не очень-то люблю. В действительности люблю вот так вот ее испечь на костре. Ну, костра нет, на огне. Обычно она должна быть, правда, молочная, совсем молоденькая. Мне вчера прислали мои друзья-арендаторы. Видите, вот тазик вот этот вот сын мне почистил. Надо будет их сейчас вычистить. И я их положу в морозилку, потому что вареные уже они ели много раз, не хотят есть. А это я захотела себе испечь. Только медленно сделаю. А маме вот сварила кашку овсяную. И перепелиные яички варятся. Так, уже все сварилось. Сейчас яички сварятся. Кукурузу она есть не сможет. Попробуйте, кто не ел. Это действительно вкусно. А на костре вообще бывает очень вкусно, когда вот шашлыки готовите. Вот если тогда на костре испечь ее. Бывает вкусно. Очень. Я уже с утра успела потрудиться, выпустила всю птицу, коровку свою, как говорится, в кавычках подоила. Смешно даже сказать, что я ее доила. Стакан молока не дает. Но все-таки надеюсь, что она вернется, у нее молоко вернется, и поэтому выдаиваю ее день 3-4 раза. Завтра уже на пастбище выгоню. Хотя одна сторона стоит еще твердая, но вымени. Но все равно выпущу уже. Она мучит иногда целыми днями мучит. Даже я даже не знаю. Видимо, там ей сено положили, она замолчала. Огурцы сегодня успела сорвать, друзья. Я сегодня действительно хорошая хозяйка. Картошки почти ведро выкопала. Баклажанов много было, набрала, собрала их. Жалко, тогда у меня телефона с собой не было. На зарядку посадила. И не было в огороде у меня телефона, и не стала снимать уже. Если честно, лень было даже заходить за телефоном. Сегодня вот досолю огурцы, которые мне надо по заказу. 6 банок. И, наверное, больше закручивать, если только будут заказы, больше не буду. Теперь у меня 2 заказа просто огурцов, не на засолку, а вот огурцы. На засолку огурцы, но не в банках, я имею в виду. Сама уже запутала, что я говорю. Вот так вот, друзья, сейчас позавтракаю и буду заниматься огурчиками своими. Так, кто завтракает, приятного вам аппетита. Или кушает, или обедает. Неизвестно, когда у меня ролик выйдет. Ну вот, друзья, сегодняшний мой урожай. Вот эти вот 2 кастрюли и вот это вот ведро у меня вот засолочные маленькие. А тут, ну, правда, не все. Пол кастрюли было с того сбора. Пол кастрюли сегодня я собрала. Это уже салатные огурцы. Килограмма 2 я сегодня сделаю маринованных, потому что все время они у меня уже второй день спрашивают, они закончились, я не успеваю мариновать их, и они просят малосольные, что сын просит, что мама просит, так что надо сегодня и малосольные огурчики сделать. Посмотрите, сколько баклажан, оказывается, у меня там, я не думаю, что их так много. Что-то надо будет и с баклажанами, какой-то салат зимний сделать, но не сегодня, сегодня я не успею. Картошечки вот накопала. И вот 3 кабачка. 2 вот этих, оказывается, даже один переросток. Вот я не смотрела, я не думала, что они там есть. Перерос один. Но если там семян не будет таких прямо, то есть он в середине не будет старенький, то икру можно будет. Хотя и так можно будет икру. Семена убрать, и кожицу убрать. Может быть, хочу тоже кабачковую икру сделать на зиму. Немножечко, баночек 10 посмотрю. Давно не делала, года 3 не делала. Это огурчики, которые я вот на заказ закатала. Вот сегодня дозакатаю еще 6 банок. И все, этот заказ у меня закончен. Так, это мы в виннитой кастрюле варим вот пшеницу для бычка. Уже капитально она прокоптилась, надо будет ее чистить. Я ее так 2 недели 1 раз чищу, но видите, она вот прям
от нее угар все-таки идет, от печки пачкается. Надо купить хозяйственное мыло и почистить эту кастрюлю. Вот так вот, друзья, на сегодня поработаю. Может быть, покажу вам конечный результат, что я сегодня сделала. Пока еще утро, а дальше посмотрим. Вот, друзья, вот так вот по 5 штук я положила. Так, раз, два, три, 4 пакетика на заморозку. Получается 20 кукурузок. Но еще надо будет, наверное, столько же я заморожу. В прошлом году замораживала и угощала. В Инстаграм закинула, что я вареную кукурузу ем. Так некоторые захотели. Им послала, и дочкам своим тоже давала. Так что пригодится. Морозильник большой, все помещается. Еще кукурузу заморожу. В этом году ягод очень мало заморозила. Говорят, малина у нас еще 220-240 килограмм. Завтра поеду, наверное, куплю. Я ждала, что она подешевеет, но что-то не дешевеет. В этом году ничего. Это вообще странно. Морковь 50 рублей. Когда морковь 50 рублей была в такой разгар? Не выше 20 рублей была морковка всегда. 18, 16, 20 в это время. 50 рублей морковь. Это что-то, друзья, я не знаю, как жить. А в огороде у меня никогда не знаю, не получается у меня выращивать морковку. Бывает такая тоненькая, невзрачная и не похожая на морковь, если честно. Единственный продукт, который у меня не вырастает в огороде. Ну вот, друзья, теперь пойду чайку попью, немножко отдохну. Перемыла все банки, поставила воду для кипячения и огурчики немножко, буквально полчаса. Они свежие, только сорванные, так что их много в воде держать не надо. Полчасика подержу водички и начну солить огурцы. Вот так вот, друзья. Друзья, сегодня я хочу замариновать курочку для такого блюда, как таук. Ну, может быть, я назову его неправильно. Блюдо таук есть, я знаю. Может быть, его делают по-другому. Но у нас в кафе, где я работала, оно делалось так, друзья. И хочу сегодня замариновать. Сегодня делать не буду. А завтра к обеду, наверное, его сделаю. Это блюдо из курочки, которое сейчас я замариную. Покажу вам как. С ней на гарнир мы делали картошку фри и... салатик был или с капустой, или с морковью, и кетчуп. Ну, всем нравилось, друзья, я не знаю, мне самой нравилось. Поэтому хочу приготовить. Давно не готовила, что-то даже не вспоминала о нем. Я буду делать все примерно, и они тоже делали все примерно. Я говорю они, потому что я в кафе работала мучным поваром, а моя подружка Маренка была мясным поваром. Она его готовила превосходно и мариновала превосходно. У меня, конечно, не будет оно таким хорошим, как она готовила. Но не знаю, посмотрим. Так, друзья, соль я уже сюда кинула. Дальше специи сейчас кину. Ну, по вкусу соль, это 2 грудинки. И вот примерно мне кажется, что вот для этих 2 грудинок вот 2 чайные ложки хмели-сунели, ну так пол чайной ложки, может быть, чесночного перца, ну чуть-чуть черного перца и чуть-чуть красного перца. Но если вы не любите перца, конечно, не обязательно так много, кидайте меньше. Но хмели-сунели нужно добавить хорошенечко, вот 2 чайные ложки примерно, потому что они так и добавляли их. Но сначала, чтобы эти приправы хорошенечко размешались вместе с мясом, надо чуть-чуть добавить масло подсолнечное. И теперь добавляем специи. Хорошенечко размешаем их. И сюда также надо добавить майонез.
подложить что-то, чтобы больше грелась чашка. Ну вот, друзья, толок мы замариновали. Завтра на обед будем жарить, и я вам покажу, что у меня получится. Вкус передать, конечно, не смогу. Ну, посмотрим. Запах, правда, от хмели-сунели очень вкусный такой.